Становись! Равняйсь! Смирно! Здравствуйте, товарищи курсанты! Поздравляю вас с первым полевым выходом! Ура! Ровно год назад с такого же нашего мобильного резерва уходил на фронт Хлобыстов Анатолий Максимович. 30 июня героически погиб, выполняя воинский долг. Так что у нас есть тем гордиться. Просто он встал и сказал: да, я пойду защищать свою родину. Жизнерадостность, честь, совесть, вот все о нем. Его цель была возродить Россию в достойном облике российского человека. Он всегда такой был герой. Он и по жизни был герой, и там герой. Учили мы Настю говорить, и как многие учат, как там курочка там ку-ку-ку, собачка гав-гав-гав, как дядя там ругается, как папа ругается, ай-яй-яй. И тут Толик, который не умеет говорить, он еще говорил отдельными словами. Он встает и говорит: детей нельзя ругать, детей надо любить. Все, мы замолчали, больше мы Настю так не учили. Папа у нас не ругается, папа у нас детей любит. У нас Толя сразу выдал такое, что вот теперь я понимаю, что он, наверное, не просто так это сказал. С малых лет папа будущего героя, Максим Анатольевич, взял оздоровление сына в свои руки. Соорудил дома тренажерный зал. Да такой, что заниматься к Хлобыстовым приходили соседские ребята. Вместе с мальчишками тренировался и Толя. Учился отжиматься, работать с гантелями. С годами тело становилось все сильнее и выносливее. В какой-то период жизни мы приобрели пневматическую винтовку, пистолет, и уже начали уезжать, отдельно отстреливать. Вот, и ему это все время нравилось, именно такое направление военное. Потом была куплена ему военная форма, с которой он практически не вылазил. Помню даже один момент, мы поднимались домой, и ребятня, которая гуляла, я с сыном шел, они говорят: смотрите, у папы военный идет сын. Хотя он там маленький, лет 7, наверное, было, 8. Мне кажется, у него все это было развито уже с детства. С детства он такой шел, кому-то хотел помочь. Он очень любил участвовать в художественной самодеятельности. Он участвовал, допустим, в инсценировках каких-то, допустим, мы сказку инсценировали. Вот он с удовольствием это он делал. Любил выступать в роли какого-то героя. Отец всегда поддерживал любые начинания сына, даже самые масштабные. Хлобыстовы берутся строить армейскую тренировочную площадку. Полигон, которому затем суждено будет стать местом притяжения для многих мальчишек и девчонок. Анатолий вступает в военно-патриотический клуб «Пересвет». Появляются четкие цели, одна из которых – стать достойным гражданином своей страны. Он это делал с чистым искренним сердцем. Часто приходил, а там они занимались страйкболом частенько, и поэтому можно было увидеть там страйкбольные автоматы, там ружья, пистолеты, флаг России висел, я помню. Вот. И Толя охотно рассказывал, как все устроено, как что работает. Несмотря на то, что он был школьником, все равно в некоторой степени ребенком на те года, 16-17 года, такая некая взрослость была. Но уже какие-то взрослые поступки, взрослая форма поведения. Они выделялись такой дисциплиной, подготовленные ребята. То есть, опять же, когда общая масса была такая разноплановая, но в своей подготовке, своей выправке. Вообще Пересвет так отличался в хорошую сторону от всех остальных ребят. Все, что в той или иной степени связано с военно-патриотическим блоком, это как раз ложилось на отца и сына, потом уже маму и сестренку Хлобыстовых.
Я видел, что он крепкий парень, то есть подготовленный, такой, спортивный. Вот. Я его напрягал больше, чем всех остальных. Думал, где он сломается. Не сломался. Одни отжимаются 20 раз, он 35. Не ломается. Приседает 50 раз, он 80. Не ломается. Хоть убей, не ломается. Когда в стране начинает зарождаться юнармия, в ее ряды вступают самые передовые патриотические молодежные объединения, в числе которых и «Пересвет». Так Анатолий становится одним из первых юноармейцев в Коми, а уже следующим шагом едет отстаивать честь родной Ухты на республиканский конкурс «Лучший призывник». Был момент, где мы специально наполнили палатку, там, где они ночевали, дымом. То есть это перед сном было. Мы кинули дымовую шашку, ребятам сделали тревогу. Естественно, там все меры безопасности мы соблюдали. Толя был один из тех, кто посмотрел то, что не все вышли, всех пересчитал, вернулся и вытащил ребят еще оттуда. В том конкурсе Анатолий Хлобыстов становится третьим, стойко проходит все испытания и получает возможность в числе победителей выбирать место армейской службы. Анатолий отправляется в воздушно-десантные войска, осуществляет их общую с отцом мечту. У него была присяга, я сорвалась, обязательно туда поехала. Это было так гордо, как-то он шел к этому, и мы шли к этому. Было достойно, бесконечно гордо, конечно, всегда в таких вещах мы гордимся нашими детьми, мы рады, что они достойны, и хочется также стоять с поднятой головой, чтобы его тоже не посрамить. Самое было трогательное, когда 12 апреля, в день космонавтики, он позвонил мне, я сидела на работе, и он мне сказал: «Мам, привет, привет, я приземлился». У меня все остановилось. Куда приземлился? Ты где вообще? Мама, я спрыгнул. Мой первый прыжок. Я спрыгнул, и я позвонил тебе первой. Все, у меня там и слезы радости потекли, и все. Он меня, конечно, ошарашил. Он никому не говорил, что у них будут первые прыжки. И, конечно, это так символично, что в этот день космонавтики. И он мне позвонил. Слезы радости, конечно, и гордости были материнские. Все его мысли, все его задумки по службе, да, как можно сделать вот так вот или сделать вот так вот, всегда все вместе делали. И предлагали какие-то вещи командирам. И через какое-то время командир нашей роты решил дать ему командира отделения, так как сам по себе Анатолий был активен, да, и всегда выполнял задачи вовремя и в срок. Даже какая любая ситуация прям не была, всегда улыбнется, все нормально, и все. После армии Анатолий выбирает одну из самых сложных, но бесконечно мужественных профессий. Работает на шахте. А все свободное время посвящает развитию Федерации военно-тактических игр. За плечами опыт и желание делиться знаниями, приобретенными в армии, с юными мальчишками и девчонками. Семейное начинание Хлобыстовых, тренировочная база, быстро развивается, а увлеченных армейским делом подростков в Ухте становится все больше. Он объяснял каждому, прям подходил, рассказывал, чтобы каждому бойцу было все понятно. Не оставлял никого без внимания. У него получалось все это через улыбку и через юмор. Каждый подходил не чтобы там поругать или какое-то сделать замечание. Он подходил, чтобы боец понял. И, не знаю, не оставлял никого в стороне. Все, давай, стреляй, целься, как я тебе говорил. Корпус вперед подавай, или тяжело? Тяжело. Давай так. В ответ на старания наставника его воспитанники стремятся быть такими же сильными, смелыми и честными. Позже многие из юноармейцев даже свяжут свою жизнь с военным делом. Служу так же, как Анатолий служил на стройке с пулеметом. Там уже начались обучение, и тактика, и стрельба, и все.
Приходя к нам, обучаясь у нас в армии, тебе будет намного проще, потому что ты уже держал оружие в руках и понимаешь, что это такое вообще. И команды, и маршировать. Также я участвовал в параде марширования. Вот мне Анатолий, как первые тренировки, он мне учил маршировать. Он мне стал как братом, он и в жизненных советах давал, и на тренировках много чего объяснял. Он мне многому обучил. Мне кажется, это была его семья вторая. Он приходит, вот ребеночек пришел. И когда он год, второй, третий, четвертый идет с тобой, то тут уже получается совсем это не ребенок и не боец. Это получается уже частичка твоей семьи, с которым ты прошел максимально много. Он мог сидеть, разговаривать с ребенком час. И после ночной смены приезжал когда к нам. Он посидит, пообщается с ребенком, и расскажет ему что-то там, какую-то напутственную речь даст. И никто никогда не знал о его разговорах с ребенком лично. Он так только поверхностно говорил. Я поговорил, все в порядке. Со своими воспитанниками Анатолий Хлобыстов выезжает и на вахты памяти. Отряды поисковиков возвращают из безвестия имена солдат Великой Отечественной. В память о великих подвигах той войны ребята из Ухтинской Федерации военно-тактических игр своими силами проводят реконструкции сражений. В одной из таких Анатолий играет героя Советского Союза Александра Матросова. Пробираясь через снег с ППШ наперевес, я понимал, чувствовал, насколько это было тяжело, холодно. Особенно в момент штурма Дзота меня переполняла гордость за подвиг Александра Матросова. Он ценой своей жизни защитил свое подразделение и позволил ему продвинуться вперед. Такие подвиги воспитывают любовь к родине. Хочу обратиться к подрастающему поколению. Чтите героические подвиги наших отцов, дедов и прадедов. Анатолий был всегда очень активен, всегда проявлял инициативу, никогда не отказывал. То есть можно было позвонить ему, не предупреждая, сказать, вот через 5 минут, через 10 можешь помочь. Приезжал, сказал, конечно. Повестку получала я изначально. И когда я об этом узнала вообще, то, что вот все забирают, я расстроилась, очень сильно расстроилась. Но я понимала, что он пойдет защищать Родину, он пойдет защищать нас в первую очередь. Благодаря ему люди спали спокойно. И благодаря тем, кто сейчас там, ребята, я была очень удивлена и очень горда им, когда я увидела его на следующий день. И просто он встал и сказал, да, я пойду защищать свою родину. Надо. Вот. Надо. Призвала Родина защищать семью, родных, близких, малую Родину. А малая Родина где находится? В России. Значит, что? Надо Россию защищать. Надо. Вот тебе пришли повестка. Понял, надо, есть, пошел. Ни тени не было сомнений, вообще никакой. Он следовал десантному закону. Никто, кроме нас. Все. Конечно, груз мощный был. Я тоже думал, пойду напишу заявление тогда, раз добровольцам или куда там возьмут. Толян меня отговорил, говорит, пап, подожди, у нас тут девочка куда-то, не рвись, я сейчас там приду и разберемся все. В душе оно и такой ураган был, не знаю, оно и кипело, и бурлило там. Почему он, почему не я? Добровольцам и призывникам едем, ура! Здравый смысл как-то здесь мозг побеждает. Сразу же материнская забота, что собрать, как собрать, больше ничего. То есть сразу холодная какая-то шторка зашторилась, эмоции отключились, все те, которые
могут разорвать сердце материнское. Просто надо было собрать его. Собрать и проводить. Ну и задача была ждать. Как всегда. Как с армией, как отовсюду мы его ждем. Ждем рождения, ждем. И сейчас ждем. Здесь был посыл такой, то, что я вернусь с победой 100%. Ждите. Я увидел его, смотрю, с ним все здороваются. Анатолий Максимович так официально. Думаю, молодой парень. Думаю, значит, какой-то непростой. Ну, решил понаблюдать вообще за всем происходящим. Как я понял, что он лучший призывник. Вот, и такой активист, президент военно-тактических игр. Вот, и я сразу подумал, что надо будет держаться к нему поближе. Был особо активным. Многие представляли, ну, имели представление вообще, чем он занимается и в каком направлении. Вот. И он занимался с нами с самого начала, грубо говоря. Все азы, как бы, штурмов и прочих. Обращение с оружием, даже, ну, элементарные какие-то вещи. Вот. Это, грубо говоря, с самого начала так задалось, и в дальнейшем так и продолжалось. Грубо говоря, все он, да. На боевом слаживании в Санкт-Петербурге Анатолий чувствует себя уверенно. Сказывается армейский опыт. Родным он говорит, что все происходящее для него как глоток свежего воздуха, возможность применить опыт и знания в деле. За ним почему и ребята и потянулись. То есть он, когда первый раз приехали в поле, ничего нет. Он где-то там пакет разорвал, здесь растянул, 2 колышка поставил, сидит, все нормально. Те ребята увидели, думают, о, и давай за ним повторять, понимаете? И то есть он говорит, не так, вот так, и начал их учить. И все, он командир группы стал сразу же. Ну, естественно, слаженность провел, там в Питере прошло, его уже сразу через 2 недели заметили, сказали, давай, что ты здесь делаешь, иди воюй. На передовой неспокойно, но, как говорят здесь, к постоянным обстрелам привыкаешь. Анатолия, как бойца опытного, определяют в разведроту. Современная война уже не та, что прежде. Она не требует ночных вылазок за линию фронта, чтобы добыть языка. Хотя, если потребуется, и во вражеский стан идти придется. Нет, сейчас все иначе. Современная разведка – это системное наблюдение за позициями неприятеля с воздуха с помощью дронов. Анализ полученных данных о передвижениях врага и передача информации тем соединениям, которые нанесут по неонацистам сокрушительный удар. Анатолий Хлобыстов несет нелегкую фронтовую службу наравне со своими боевыми товарищами. Иногда, к слову, в будни врываются и редкие праздники, как этот. Преодолев 1000 километров, бездорожье и блокпосты, бойцам на передовую везут посылки и приветы из дома. Привозят груз Толины родители. Время 7:20. Выдвинулись за гуманитарной помощью, которую привез батя. Мужики, привет передавайте. Ой, привет. Идем навстречу. Все довольны, настрой отличный. Мы выезжаем с Толиком на позиции. Попробуем туда прорваться, залезть на гору, где они стоят. Посмотрим, как там обстоят дела. Да объясните, у нас вторая партия людей едет. Вторая, да, у нас в прицепе. Везем туда гуманитарку наверх. Сейчас попробуем поднять. Вот. Дорога такая фронтовая. Мы находимся на территории Луганской республики. Теперь уже нашей российской. Ребята просили расписаться на флаге. Было очень трепетно ждать его, стоя на границе. Дальше двигаться нельзя было в тот момент. И когда мы на посту, на вот этом проходном пункте, я вижу его там, а туда идти нельзя. Мы здесь стоим, мы еще не прошли паспортный контроль. Сердце, конечно, выпрыгивало. Эмоции зашкаливали.
Ну и потом был тяжелый момент расставания, потому что мы 1 час только смогли пообщаться, ну, передать приветы. Прощание было, конечно, тяжелым. И теперь я только могу понимать, что это была последняя наша встреча. Любое письмо солдату, которое приходило лично мне в руки, я расскажу сначала о своих эмоциях. Это всегда очень завораживающее мероприятие, когда ты начинаешь читать, и ты понимаешь, что это пишет ребенок, который хочет мира во всем мире, который понимает, что ты выполняешь тут очень важную роль, что мы тут все не просто так, и он тебя поддерживает словами. Это все так очень, как сказать... Берет за душу. Да, берет за душу, то есть скупая мужская слеза проходит в любом случае. И ты понимаешь, что там дома тебя ждут, тебя ценят. Он был вообще мужчиной, о котором я с детства мечтала. Там чутким, добрым, классным. Всегда поддерживал, что бы ни случилось. Пока я была там 2 дня рядом с ним, были такие вот чувства спокойствия. Мне было спокойно, что он рядом, что у него все хорошо. Вот, и все равно была какая-то уверенность, значит, что все будет хорошо. Вот, то есть страх куда-то исчез. То оттуда приезжаешь в обычную жизнь и не можешь принять эту обычную жизнь после того, что ты там увидел. Побывав там 2 дня, не понимаешь, как здесь находиться. В канун лета наших ребят перебрасывают на Артемовское направление, где разворачивается основное сражение. Первое задание – обеспечить безопасность саперов, которые должны заминировать дорогу. Та под перекрестным огнем противника. Первое его боевое задание, он позвонил, говорит: пап, ты только маме с сестрой не говори. Я, говорит, ухожу, через неделю вернусь, все нормально будет, все, там, люблю, давайте, ждите. И вот 13 июля звонок, я подрываюсь. Алло, Толян, да, все, батя, я вернулся, я с боевых. Нас, говорит, чем можно было, поливали, и грады запуливали, и минометный огонь вели, и артой работали. Говорит, я вывел всех бойцов, все живы, мы все, пришли. Говорит, я сейчас тут приведу себя в порядок и позвоню, все дела. Это был последний звонок его. На второе задание, да, нам была поставлена задача зайти в посадку, занять там оборону и ждать замены, так скажем. Вот. При встрече с противником не давать ему пройти. В тот момент, конечно, я был вообще удивлен поведением Анатолия. И мы остались впятером там. Вот. И вот он носился за едой, постоянно бегал. Постоянно там вот эта тропа, которая к точке, где складывают еду, вот, она постоянно простреливалась, то есть там все пристрелено уже. И вот постоянно он после обстрелов прибежит, спросит, как дела, там, все здоровы, все живы, все нормально, и обратно к себе. Даже была такая ситуация, что командир сказал, что представит его к награде, за что Толя сказал ему, говорит, я не приму ее, потому что я ее не заслужил. На то время, да, я, может, еще не придал этому значения. Вроде бы, думаешь, все заслужили. Как-то он считал, что он должен, видимо, что-то большее внести. Через пару дней разведроту отправляют на поиски боевых товарищей. Связь с ними потеряна. На протяжении всего пути группу преследуют вражеские беспилотники, а обстрелы не прекращаются ни на минуту. Анатолий Хлопыстов, не теряя самообладания, принимает решение оставить своих бойцов в безопасном месте и дальше идет один. Через несколько часов возвращается вместе с потерянными бойцами. Все живы, обошлось. Скоро отпуск. Я вам так и не скажу, когда. Потому что это будет все сюрпризом. Уже все продумано, как, что делать, как куда ехать, через что ехать. Так что как-то так. Все, люблю, целую, обнимаю. Если мыслить, то глобально. Если идти, то далеко, высоко. Если охватить, то широко. Поэтому он с таким настроем и жил по жизни. Если помочь, то обязательно помочь. Разговаривали, смеялись там туда-сюда. Я говорю, Толян, если прям вообще
чувствую, что беда, прям говорю, ну не лезь там, не надо, оно того не стоит. Он, да, не, Кирюх, типа, я не буду там, все нормально будет, никуда не полезу. И вот 28-го меня в госпиталь увезли, а они зашли вечером, хотя он тоже не должен был заходить. Ну, то есть не его очередь была. В тот вечер он только вернулся с очередного боевого задания и мог сослаться на усталость. Но делать этого не стал. Взялся выполнить приказ, который ему не предназначался, потому что не мог иначе. Так научили родители, и так он учил своих воспитанников в Ухте и повел группу в свой последний бой. Когда кто-то вот из наших ребят уходит на задание, ну, как бы тяжело вообще спать. Ты ставишь рацию перед собой, потому что телевизоров у нас нет. И сидишь и смотришь на рацию, как в телевизор, и слушаешь, они докладывают о каждом своем действии. Пришли, дошли, закрепились. Лежал, смотрел в потолок, это была ночь. Незадолго до этого нам сообщили, что еще несколько наших товарищей не стало. Тут как бы особо не до сна. Хам на связи. Доложить обстановку. Нахожусь на точке 1 постоянной осадки. Понял. Проверить точку 4. Доложить. Принял, выдвигаюсь. По рации было слышно, что человек работал, то есть как бы постоянно начальник разведки ему задачи ставил, он постоянно их ходил, выполнял, то есть не из тех, кто отсиживается, там сидит, ставит задачу, выполняет и там все докладывает. Я говорю, что там он чересчур, говорю, носится. Я всегда думаю, что ему было крайне тяжело. Какой бы он сильный ни был, я знаю, какой он. И если он шел уставший, мокрый, он шел, он там может улыбнуться. Я представляю, какая буря эмоций в нем внутри. Как мы сейчас узнали, у него была температура, но он никому виду не подал. Сказал, что все нормально, окапываемся. В нем было столько ярости, что он не может это изменить. Вот это 100%. У него бушевала эта ярость и это бессилие что-то исправить не для себя, а для своих бойцов. Мы собрали сами эвакуационную группу, нам, в принципе, никто не нужен, нам нужна машина и все. Точку на карте как бы мы знаем. Я понял, что я не смогу как бы успокоиться, и пока я с ним не попрощаюсь. Вот. И пока все собирались, я уже экипировался и прыгнул в машину. Ничего, никто слова не сказал. Это мой выбор. Мы собрались и поехали. Нас высадили, мы с носилками побежали в точку. Вот. Были обстрелы, спрятались в подвале и ждали машины эвакуации уже. Начали мины падать, и собрались с мыслями, звон в ушах. Понимаешь, или ты здесь останешься уже, или надо бежать и доделать дело до конца. Вот, мы уже рванули все, схватили носилки, пока, грубо говоря, ехали до точки дислокации. И, грубо говоря, я уже говорил, я не считаю, что это было сказано в пустоту. Вот. Можно сказать, сказал ему то, что не смог сказать при жизни. Я чувствую его на расстоянии. В день его гибели, как это уже оказалось, я не спала всю ночь. У меня с 30-го на 1-го меня прям колошматило. Я проснулась утром от звонка отца, и тогда весь мир рухнул. Он говорил, больше всего боюсь оказаться трусом. Вот это вот он больше всего боялся. Мне, говорит, нельзя трусить, у меня дети на меня смотрят. У него четкая была позиция, у меня другого выбора не было. Он говорил, что я воспитываю детей патриотизму и сам буду отсиживаться. Нет, так не получится. Я смотрю, мама резко встает. Сначала минута такая, просто молчат. Вот, мама меня обнимает, и бабушка потом говорит, Толик погиб.
Вот. У меня первая эмоция была, сначала молчание, потом я кричала. Потом мне мама сказала то, что ему уже не больно. Для Толика родина была все, он за нее готов был делать все, что возможно. Толя всей своей жизнью доказывал веру в патриотизм, веру в честность, справедливость. Тяжело воспринимается, потому что человек олицетворял жизнь. Вот жизнерадостность, честь, совесть, вот все о нем. Весть о том, что Анатолий погиб, пришла в его родной город незадолго до очередного полевого выхода. Юные ухтинские бойцы готовились к военным сборам и ждали к их началу своего наставника. Он обещал вернуться с фронта, заглянуть. И вот такая весть. Отменять ничего не стали. Все были в ожидании того, что это шутка, то, что в конце дня будет подрыв ночной, и Анатолий Максимович приедет, снимет балаклаву, и там будет Анатолий Максимович. Все на это только надеялись, но этого не произошло. Когда было открытие, я взял слово, и песня шамана пошла как раз «Встанем». И когда песня началась, пасмурная погода была, и разошлись просто облака, вышло солнце. Я тогда сказал, говорю, Толян теперь с нами, он теперь сверху нас будет прикрывать. А наша задача здесь делать, идти его стопами вперед. Мы, как родители, раньше жили для него все делали, а теперь будем жить за него. Я бы сказал, что выше гордости. Гордость – это само собой. Гордость – это слабо сказано. Как-то так. У меня совсем другое отношение. У меня возвышенные чувства. Так. Я Федерация военно-тактических игр, где вырос и занимался, и учил детей Хлобыстов Анатолий Максимович, герой Республики Коми. Вот это общее слово, так скажешь, там не гордость, там, я не знаю, как это назвать. Возвышенные чувства какие-то, как Париж над землей. Париж над землей, вот это и есть чувство. Его именем нас сейчас называют слеты уже, сборы военно-патриотические. Ребята наши ухтинцы, представители с других муниципалитетов Республики Коми, которые участвуют в специальной военной операции, посылают снаряды с надписью «За Толика», «За Толяна», «За Хама». Это позывной Анатолия. Наверное, это и есть бессмертие. Столько добра и столько вообще той радости, которую он нам доставил и доставлял своим друзьям. Я, конечно, бесконечно им горжусь. Всегда гордилась. А теперь, кроме памяти о нем в сердце, наши воспоминания, которые мы каждый день будем думать о нем. Мы и думаем каждый день о нем. Я жду его до сих пор. И буду гордиться им всегда. Его цель, было возродить Россию в достойном облике российского человека. Будь то девочка, мальчик, ребенок, взрослый парень, мужчина, то есть так. И он именно так громко бы об этом и сказал бы, чтобы Россия наша была на твердых ногах стояла. И Федерация помогает это сделать просто.
бесконечная ответственность теперь, потому что если это делалось, создавалось и двигалось ради него, ради той мечты, которая вот появилась в нашем там окружении, то теперь мы будем это делать за него, да? Мы продолжим, постараемся вложить ту доброту, которую вкладывал он, ту заботу о бойцах, девочках, мальчиках, проявлять с той же справедливостью, как это делал он. Заменить мы его не сможем, но вложить частичку его мы постараемся. Когда началась специальная военная операция, Анатолий Максимович одним из первых пошел защищать Родину. Геройски погиб, выполняя ответственные боевые задачи. Анатолий Максимович стал первым, кто удостоен звания Героя Республики Коми. Это золотая звезда – дань уважения и памяти его подвигу, бесстрашию, мужеству, самоотдаче. Он стал примером любви к родине, родной республике, семье. Низкий поклон родителям. Анатолия, маме Екатерине Александровне, отцу Максиму Анатольевичу. За воспитание настоящего патриота, бесстрашного воина и светлого человека.